Новость об отставке главы Тувы Шолбана Караола мгновенно облетела российские СМИ и соцсети. Сообщений на тему отставки Караола на официальном портале правительства республики пока нет. По мнению российских политологов, уход главы Тувы был ожидаем. Руководители регионов, которые сидят там по 13 лет, раньше или позже сменяются. Наступило время смены руководителя, поскольку на этот пост заступил человек тоже из Тывы, бывший мэр Кызыла, идет плановая замена. Я думаю, сыграли свою роль в первую очередь два фактора. Первое – это, конечно, оплаченное социально-экономическое положение республики. То, что по многим ключевым показателям, в частности, по уровню бедности, по уровню зарплат, по уровню развития социальной инфраструктуры, Тува находится долгие годы в числе аутсайдеров. Это не секрет. И иногда даже сквозь зубы это признавал Караол. И эта отсталость, я думаю, безусловно, напрягает руководство страны. И то, что за 15 лет предыдущий руководитель не смог решить эти проблемы. Тувинские ветераны госслужбы и представители Союза русскоязычных граждан встретили отставку Караола с воодушевлением. По мнению ветеранов, он давно должен был уйти. Скажу, что это ожидаемый. Единственное, что это запоздалый указ, но слава богу, что он состоялся, хотя он должен был состояться, по моим данным, через первую пятилетку, максимум через второй срок. Но все, что не делается, делается к лучшему. И, наконец-то, будем так говорить, правда восторжествовала. Видно, все-таки наш президент понял, как говорится, что дальше нашему Караолу нельзя оставаться на такой должности. Иначе республика уже просто дальше падать ей было некуда. Этого указа мы давно ожидали. Об этом всякие слухи, это другие, источники, мы тоже слышали, что скоро он подадут в отставку. Что думает народ по поводу отставки Шолбана Караола? На этот вопрос мы, конечно же, не дадим точного ответа. Для этого необходима работа профессионалов-социологов. Ну а мы задали этот вопрос нескольким прохожим на улицах Кызыла. Это чисто его сугубо личное мнение. Но он достойно работал. Если он сделал такой выбор, то это лично его выбор. Если бы он делал на совесть, мне кажется, мы бы гораздо лучше жили. А пока что, извините. Я думаю, что нужно брать на работу умных людей, а не родственников. Потому что с родственником связываться нельзя. Возьмешь на работу, потом уже не уволишь. Да нет, вроде же говорят, не менялись. Почему? Только что он подал в отставку? Нет. Я там звонил, уточнил. Но я его лично не знаю, так что не могу комментировать. Ко всему можно придраться, если можно так сказать. Все нормально, все в принципе, все устраивало. Добавим, что временным исполняющим обязанности главы Тувы региона назначен Владислав Хавалык, который 10 лет был мэром города Кызыла, затем главой Тыва-энергосбыта. Хавалык заявил, что главным направлением его работы во главе Тувы станет реализация программы социально-экономического развития региона. Ника Мангуш, Культегина Шина, 108 канал.